Более 300 страниц, хранящие в себе значимые исторические факты о ингушском народе. В 10-й том архивного вестника вошли десятки статей и документов, которые рассказывают в деталях о нелегком пути становления региона от Ингушской автономной области до Республики Ингушетия. Три основных блока. Это по Ингушской автономной области, Ингушская государственность, как восстанавливалась, 57 год, 92 год, архивы, музеи и библиотеки, как, опять же, основные центры исторической памяти народа, республики, и боевая слава, вклад, опять же, ингушей в те или иные военные события, связанные с историей России. Выход 10-го тома приурочен к двум юбилейным датам – к 30-летию архивной службы Ингушетии и столетию ингушской государственности. Так, его основное содержание связано с этими двумя датами. А первые страницы посвящены первому руководителю Ингушской автономной области, который был избран 7 июля 1924 года, легендарному сыну ингушского народа Идрису Зязикову с трагичной судьбой. Он был ярким политиком, наркомом внутренних дел, возглавлял Центральный исполнительный комитет СССР после революции 1917 года, отстаивал интересы народа на различных уровнях и пользовался большим авторитетом среди народа. Это статья руководителя архивной службы Магомеда Картоева, где очень подробно описывается его жизненный путь, его вклад в развитие республики, его такая мрачная судьба, так как трагически закончилась его жизнь. В отдельном блоке собрана информация о создании Ингушской автономной области. Она была образована 7 июля 1924 года и просуществовала 10 лет. В 1934 году, без учета мнения народа, ингушскую автономию объединили с чеченской. Так была создана Чечено-Ингушская ССР. А в 1944 году народы депортировали, а ЧССР ликвидировали. И только лишь спустя 13 лет после возвращения на родную землю в 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена, а уже в 1992 году был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. О населении Ингушетии в то время, как проводилась перепись, в 1926 году, например, была общероссийская перепись, и как именно сам процесс проводил в Ингушской автономной области, это тоже описывается. Ряд статей в «Вестнике» рассказывают о развитии архивного дела в Ингушетии. На протяжении 30 лет архивная служба по крупицам собирает историю ингушского народа, восстанавливает имена достойных сынов Отечества, исследует исторические документы. Так в хранилищах бережно хранятся веками накопленные материалы. Ежегодно в плановом порядке здесь проводится комплекс мероприятий по обеспечению сохранности, учету и улучшению физического состояния архивных документов. Специалисты проверяют наличие и состояние материалов. Также при необходимости проводится реставрация, подшивка, картонирование. В научных работах рассказали о видных деятелях, повлиявших на становление архивной службы и достижениях современников. Авторы статей 10-го тома архивного вестника, работники архивной службы, региональных музеев, сотрудники Национальной библиотеки, политологи, публицисты. В издание вошли 2 статьи Ибекхана Ужахова. В одной описываются все подробности истории образования Республики Ингушетия, а вторая, заключительная, его совместная работа с Жамбулатом Майсиговым, об отличившихся своими достижениями уроженцах Ингушетии. Где-то почти 80 персоналей собрали, если подробно о них писать, была бы целая книга. Мы, в принципе, отдельную книгу и написали. А тут коротко все уроженцы Ингушетии, которые получили высшие награды России. Это революционный период, советское время и в современной России. Там у нас проходят и георгиевские кавалеры, и офицеры российской армии, которые получали высшие награды, георгиевское оружие, там герои Советского Союза, герои соцтруда, олимпийские чемпионы. То есть все именно на основе документов, которые нам удалось установить. Архивный вестник Ингушетии выпущен тиражом 300 экземпляров. Политическая, экономическая, социальная, культурная и не только. Желающие ознакомиться с историческими вехами республики могут посетить читальный зал архивной службы Ингушетии с понедельника по четверг с 10 до 17 часов. Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24.